В регионе открыли летний туристический сезон. Ожидается, что в этом году количество путешественников из других регионов и даже стран в Коми увеличится, в том числе и благодаря Дням культуры республики, которые недавно прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Чем у нас будут удивлять искушенного туриста, знает Ксения Лосева. Насладиться живописными пейзажами Коми теперь можно из окон дома на колесах. На специальном автотранспорте, который сегодня презентовали в Сыктывкаре, можно объехать без преувеличения всю республику. Кайгородский район, Удара, Карткирос, Прилузье и даже Устцильма. Теперь все это гораздо ближе, чем кажется. Главное условие – наличие нормальной дороги. Дом на колесах с комфортом доставит туриста даже в самую отдаленную точку. Несколько спальных мест, обеденный стол с красивой посудой и даже телевизор. В доме на колесах есть все необходимое. Современному туристу остается только продумать маршрут, собрать свои вещи и можно выдвигаться в путь. Такое путешествие по республике точно запомнится надолго. И что важно, как бы далеко вы ни заехали, в поисках прекрасного риск потеряться сведен к минимуму. На авто установлена система ГЛОНАСС. В случае необходимости специалисты тут же выйдут на подмогу. Аренда такого дома на колесах для семьи или небольшой компании, скорее всего, обойдется даже дешевле, чем номер в гостинице. А потому отдыхать на стоянке этим летом дом точно не будет. Заявки уже поступают из разных уголков республики, тем более, что и посмотреть в этом году и правда будет на что. Все туристические объекты основательно подготовились к сезону. Так, например, финно-угорский этнопарк в селе Иб обновил интерьеры кафе, а также открыл хостел. Теперь он может принимать проекты с размещением до 100 человек. Работали и продолжаем работать над оформлением экстерьеров парка. Нами была обновлена лодочная экспозиция, чум, наши лесные тропы, установлен стул Лешего. Как вы знаете, Леша у нас шессосен. У нас стоит сейчас на территории парка огромный стул Лешего, который выходит по ночам и наблюдает за красотами Иба и сторожит нашу местность. Любителям более экстремальных путешествий также не дадут заскучать. Так, например, уже с 10 июня в национальном парке Юг-2 начинают работу пешие и водные маршруты. А в середине июня там откроется международный волонтерский лагерь «Сердце тайги». В этом году нацпарк получил грант в 600 тысяч рублей на создание нового туробъекта «Обзорная площадка» на стоянке «Переправа». Прогнозируют небывалый поток туристов и другие туроператоры. На некоторые маршруты забронированы уже почти все места. Конечно, это очень много гостей с России. От Владикавказа до Калининграда. Очень много городов. Уфа, Казань, Перми тоже у нас гости. Очень много у нас также в этом году и зимой было, и летом планируется иностранных гостей. То есть Эстония, Латвия, Польша, Нидерланды, Франция, Италия, с которыми до сих пор мы даже поддерживаем связь. На начало прошлого года в Коми работало более 240 организаций в сфере путешествий. Среди них 5 туроператоров. На сегодняшний день отрасль полностью восстановилась после пандемии и вышла по показателям посещаемости на доковидный уровень. Кроме того, в это непростое время удалось открыть сразу 2 объекта размещения. Один в Сыктывкаре и второй в Ухте. Мы и параллельно вели работу по поддержке внутреннего туризма в Республике Коми. Мы в 2020 году за счет средств республиканского бюджета оказали поддержку 13 субъектам туриндустрии. Общая сумма поддержки составила 3,3 миллиона рублей. Это вот такие проекты, как открытие фан-парка на базе лыжный клуб Зеленецкой Альпы. Это обновлено снаряжение лыжной базы «Снегири» в Ухте. Нам удалось в 2020 году открыть туристский информационный центр на территории города Ухты в историко-краеведческом музее в Ухте. Не только привлечь туриста, но еще и обеспечить его безопасное и комфортное пребывание на территории региона. Эта задача непростая, но все же выполнимая. Не потеряться среди массы предложений и достучаться до сердца потенциального путешественника получится только при комплексном подходе. Уникального сочетания девственной природы и интересных маршрутов искушенному туристу уже мало. А значит, время удивлять еще и современной инфраструктурой и нестандартными подходами к организации отдыха. Ксения Лосева, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.